сам Капилар. Капилар. Верните легкость походки. Ну что ж, вот они, газеты, журналы, все, что хотите. Вот у меня, например, журнал «Деньги в руках». И читаю там такую вот штуку. Сейчас обзавидуетесь все. Вот. Выиграл человек, житель Санкт-Петербурга, в лотерею Гослото 39 миллионов 152 рубля. Нет, 152 тысячи 132 рубля. Вот, как перенервничал, аж все забыл. Поздравляем! Вот так, я и говорю, что сейчас люди потекут. Выиграл он это в розыгрыше лотереи по формуле 6 из 45. Представляете, все это дело угадал, причем счастливый обладатель этого многомиллионного выигрыша еще не пришел за этим самым своим призом, если так можно сказать. Наверное, волокордин еще пьет в себя, приходит. А билет ему счастливый обошелся всего лишь в 200 рублей. И вообще известно, что этот покупатель счастливого билета частенько заходил в салон сотовой связи, где он купил этот билет, и в течение нескольких месяцев покупал самые лотерейные билеты, и накануне у него большого выигрыша тоже был выигрыш 137 рублей. Ну, это, я так понимаю, для разминочки. Но это не самый большой выигрыш, как оказалось. Я вот не знал, а вот тоже санкт-петербуржец в 2009 году выиграл аж 100 миллионов 118 тысяч рублей. Это первое место. А на втором месте выигрыш 45 миллионов 309 тысяч 854 рубля. Ну а вот новый выигравший на третьем месте всего лишь. Есть куда стремиться. Да, ладно, будем стремиться. А я хочу сказать о чемпионате мира по фигурному катанию. Очень многие издания про него пишут. Вот комсомолка, значит, напоминает о том, что сегодня состоится церемония открытия чемпионата мира по фигурному катанию. 2 квалификационных дня прошли, ажиотажа не вызвали, зал был наполнен только в начале.